Всем привет из солнечного Крыма. Мы находимся в Ялте. Май месяц, почти середина. Маршрут дня Айпетри. Шашлычники еще стоят. Яхт-клуб. По температуре где-то плюс 15, но ветрено. Ветер прохладный. Уважаемые ялтинцы, гости курорта, приглашаем вас на увлекательную морскую прогулку в знаменитом Луганском бассейне. Ветрено сегодня. На ЕМТБ сегодня. А можно там дальше свернуть здесь. Поздновато выехал. Уже где-то сколько? 3:30. Детвора бегает. Тише, тише. Детвора носится. Покрутимся сегодня на ЕМТБ. На турбо просто может не хватить полностью. Я хочу подняться на Айпетри, потом спуститься по тропе Ягодки и потом через Гаспру по Царской
вернуться. Да, ветрено. Сейчас тут турбо надо включить, чтобы выехать, чтобы не стоять долго. О, можно выехать. Новенький асфальт. Хорошо. Лятом наглый. Ха. Наглый парень, однако. Съехал. Ха. Тоже едут все по новому асфальту. Ха. Все едут по новому асфальту. Наушник что-то быстро садится, а тут яму оставили. Сейчас надо встать нам, блин. Сейчас где-то станем там дальше. Надо ответить, тут выезжают, тут не пойдет. Сейчас где-то на остановке, а там дальше станем. Я понял, где нам лучше стать. То как дома все молчат.
Так, как только выезжаешь с дому, начинаются звонки, письма. Съехали на обрезанный участок. Сейчас-то надо стать дальше. Ответить. Ой, там стелят тоже. Хорошо. Везде стелят. Продолжаем маршрут. Подъезжаем к Ливадии. Тут подъемчик такой. Поехали дальше. Что-то так дует прохладненько. Здесь постелили тоже асфальт, они полностью вокруг сюда наверх. Молодцы. Молодцы. Горы зовут сегодня нас. Сегодня топим в горы. Фу, жарко уже. Ну, на МТБ, да, оно так именно, нагрузка есть. Не так, конечно, как на турбо. Нам надо сейчас на ту сторону переехать.
Все зелененькое. Красота. Только тепла особо-то и нету. 20, даже 18 это для мая ни о чем. Вообще ни о чем. 25, да, но не 20. Середина, блин, мая. Ну, говорят, типа, что будет лето очень жаркое. Не знаю, правда, не. Посмотрим. То моя. It's my life. It's my drive. Сейчас будет спуск по ступеням. Все, мчим на Айпетри. Виноградная. Так, сейчас посмотрим время сколько. — 16:14. Где-то в 5:30 будем на месте.
Так, помчали. Средний темп будем держать где-то 20 км в час. Красотища. Собака спит. Устала. Прилегла. Лесок, природа, горы. Что может быть лучше?
На МТБ чисто ехать, это так можно попотеть даже. И нагрузка все-таки есть. Она турбо неощутимо по таким дорогам нагрузки. Ну только так устаешь, как сказать, морально и физически, да? Текут ручейки какие-то. На Учанцу не хочу заезжать. Там вот это поставили охрану. И теперь там надо оставлять им велик, идти до водопада. А я ему говорю, ну так я его просто буду идти и катить его рядом. Не, нельзя. Типа оставляйте здесь. Я за ним посмотрю. Я один раз так уже оставлял в январе, где-то когда был сильный водопад, и мне аж было не втерпешь. И я думаю, ну ладно уже, оставлю. Ну оставил. Не, ну как бы да. Все там нормально, они там смотрят. Но все равно как-то лишний раз лучше не оставлять. Могут еще какую-то запчасть снять, а ты сразу не заметишь. А потом уже кого ты будешь, что ты будешь, кого спрашивать, искать. Это не я. Мало ли где вы там катались, да? Так что как-то так. Фух. Сосне Паласа. Новую достопримечательность сделали. И там и так можно было идти туда, так все ходили, смотрели. А это теперь они поставили свой значок, таблички ихние. А эту штуку поставили, из дерева сделали. Сосне Паласа. А там буквально не знаю сколько метров по лесу пройти, и все.
какая-то там сосна, сколько-то там ей лет 500 или сколько, или меньше, не помню уже. Типа там многовековая. Сейчас встанем на секундочку, на минуточку, на секундочку. Не так, в принципе, тихо. Ветер чуть-чуть, это когда едешь, что ощущается. Так, подъезжаем к водопаду Учансу. Заезжать мы не будем на водопад. Мы едем дальше. Ой, солнце, как его не хватает среди этих джунглей. Тенек везде, блин. Везде теневая сторона. Все закрыто в деревьях, в зарослях, скажем так. Все закрыто в зарослях. Солнце аж будет за серебряной беседкой, там чуть выше, где уже заканчиваются вот эти все деревья. Так что еще нам пилять и пилять в теньке. А в теньке холодно здесь, я вам скажу так. Хоть даже и крутишь, но все равно воздух такой, свеженький. Потому что горы, высота. Шлагбаум открытый. Спасибо. Мы поехали дальше. Зимой, когда снег валит, то бывает такое, что закрывается, и машина специально стоит с утра и до вечера, смотрит, чтобы никто не ехал, чтобы никто не
не, не, не проскочил, потому что посыпать тут дороги, это надо нифига себе сколько затратно как бы подняться на такую высоту и посыпать там, сям. Поэтому не, чтоб не морочать голову, бац, закрыли и все. Ну, такое бывает редко, там за всю зиму, не знаю, максимум на дней 5 там, или за сколько закроют и все. Да, воздух такой свеженький, блин. Свеженько. «12 километров еще. Заряд целый. Сейчас уже должно скоро переключиться. О, переключилась. Ха, только сказал. О, встали люди. Может, у туалет. Вау. Без рук тяжковато. Айша, Айша. На верх Плата Петри до Зубцов, туда и назад. Но это если по вот этой дороге чисто ехать. То есть этой дорогой подняться и этой же дорогой спуститься. Выходит 55. 54-55, вот где-то так. А если спускаться назад по Ягодке и там через Гаспору, через Царскую тропу и потом уже домой, то выходит под 60. Где-то там, по-моему, не помню, или 58, или 59, что-то такое. Ну, то есть чуть-чуть длиннее получается маршрут. Ну и лучше, потому что назад, поднялся по асфальту, потом часть спустил по лесу, по вот грунтам, потом там чуть по Гаспре, потом опять по Царской, по вот грунтовой. То есть не полностью по асфальту едешь, катишь, едешь, тащишь, идешь.
Вот. Как-то так. А что-то там вчера по телеку рассказывали про канатную дорогу, которая вот это на Айпетре. Сказали, что в этом сезоне работать не будет, закрывается на реконструкцию. Кто-то там выделил, не помню, 150 что ли, ну да, что-то 150 миллионов выделили на ремонт ее полностью. Так что летом не покатаешься. Да не, ну его в баню. Я в детстве прокатился и больше не хочу. Кабинка, короче, на половину пути стала. На высоте где-то метров 800. Мы были в шоке. Мы были просто в реальном шоке. Вот так едешь, везде пропасть одна, леса, горы, скалы. И в один прекрасный момент ты опа, и стала кабинка. Человек 15 нас там было. И, короче, все так охренели. Страшно стало всем. Все такие думают, опа, нифига себе, это что такое? И что теперь делать? Мы там подождали минут 30 что ли. Потом все-таки она поехала. Что-то там чи с электричеством, чи с чем. Что-то там, короче, было. Но тогда мы именно охренели от таких остановок. Так что кабинки эти, ну и в баню. Лучше на машину сел и поехал. Поднялся. Но, правда, это у кого машина есть. А есть люди приезжали в отпуск, приезжают на автобусах, на этих поездах, на самолетах же прилетали сколько-то там миллионов человек было не в том году, позапрошлом году. Сколько же говорили, не помню, ну что-то там нормально, такая цифра нормальная. То есть в основном все без машин. И вот как им, да, надо брать в аренду машину. Не все как бы хотят брать в аренду. Так что как-то так, да. Это у кого машина есть, те могут себе, да, позволить сесть и подняться на машине потихоньку, не спеша. Остановки всякие там. Ну сейчас и на автобусах же тоже всяких таких мини
Венах, Мерседес эти возят на Айпетре. То есть можно подняться и на вот этом микроавтобусе. Там типа группа набирается. Вот. Поднялись на автобусе и также потом их спускают в город тоже. Так что так. На мопеде что-то стали. Заглохли, что ли? Ха. Закончился бензин. Ха. Да. Закончилось топливо. Не рассчитали маршрут весь. Ой. Да. А днем пешком вообще сколько раз видел, спускались. Наверное, до остановки возле там водопада Учансу. То есть с плата Айпетры спускаются пешком. Туда, может, их кто-то довозит, а потом они спускаются. Или, ну да, скорее всего, так. На маршрутке это или кто-то, может, из знакомых прыгнули, погуляли там по Айпетре, плата. И потом назад они пешком спускаются. Но спускаться это долго. Это, блин, не знаю сколько даже. Часа на 4 спускаться. 3-4, я так думаю. Где-то так. Но, кстати, спускаться быстрее, чем подниматься. А нет, все равно, да. Часа 3 где-то. Подъезжаем к Черепашьему озеру. Только всего лишь. Фух. Ой. Тера-тера-тера-тера. Доехали до озера. Тут его обновили. Из дерева вон такие сделали.
О! Лужи, лужи. Все, сейчас до Серебряной беседки доедем, станем, передохнем минут 5 и поедем дальше. Так, ну что, продолжаем наш маршрут. Мы уже проехали это Черепашье озеро. Движемся в сторону Серебряной беседки. О, разминулись как. Вон какое дерево мощное. Ствол просто огроменный. Надо вдвоем стать, чтобы обхватить его. Фу. А солнца ни хера нету, блин. Где солнце? Дайте нам солнце. Фух. Вон солнце светит где-то там. Где-то там светит солнце.
Так, уже метров 700 есть. Сейчас уже будет скоро серебряная беседка. Скоро, скоро, скоро будет. Ну где же солнце? А солнце еще черт знает где. Пока эти еще деревья все закончатся, это еще будет не скоро. Фух. Серебряная беседка сейчас через пару поворотов.
Так, вон она уже. Последний поворот остался. Можно было и по грунтовке он подняться. Но не будем тратить энергию. Так, что у нас тут посмотрим? Закрыто еще, наверное. Ну да, еще закрыто. Или открыли. Доехали до беседки. Стой. Съедим шоколад. Ялта там.